Уважаемые коллеги, добрый день. Я приветствую вас на финальном заседании нашей форсайт-сессии, на которой 6 рабочих групп представят свои наработки в плане развития проекта «Суперкампус». Я рад приветствовать на нашей площадке главу Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Ваши аплодисменты. Уважаемый Айсен Сергеевич, я приглашаю вас для приветственного слова нашим участникам. Коллеги, добрый день. Ну, слышно же, наверное, да? Я надеюсь. О, Денис, привет. Коллеги, мы сегодня завершаем форсайт, связанный с суперкампусом. Идея на самом деле очень важная, очень нужная и во многом она революционная. Почему? Потому что раньше мы всегда относились к нашей системе профтехобразования как к чему-то устоявшемуся, как к чему-то меняющемуся, но меняющемуся эволюционным образом. Вот. Года 2 назад мы тогда еще с председателем правительства Владимиром Викторовичем Солодовым в рамках своих дискуссий поняли, что для достаточно эффективного, быстрого развития нашей республики система профтехобразования, которая играет на самом деле ключевую роль в этом развитии, должна меняться очень быстро.
должна меняться быстро, причем не только с точки зрения материально-технической, но она должна меняться и содержательно. Для того, чтобы эти изменения прошли с наибольшей пользой для всей республики, для системы профтехобразования, в том числе для тех людей, которые уже сегодня работают в этой системе, мы задумали, чтобы в республике, как одним из пилотов в России, был реализован проект, который вот сегодня получил название «Суперкампус». Мы задумали вот создание единого большого образовательного, научного, культурного, общественного пространства, отдельно локализованного на территории городского округа, в котором наши бы не только учащиеся среднее профессиональное образование, но и в целом вот вся система профтехобразования получила бы новый качественный скачок и реально вышла бы на уровни, которые позволяли бы нам говорить о развитии среднего профессионального образования в Якутии как об одном из передовых даже не в стране, а вообще в мире. Вот. Это очень важно, в том числе и для страны. Потому что в стране сегодня мы видим, что быстрому развитию, в том числе индустриальных направлений, не говоря уже о новых профессиях, очень мешает, вот, скажем так, не до конца понимаемая многими роль среднего профессионального образования. И я очень рад, что правительство республики, Министерство образования и науки республики очень правильно сейчас подошло к этому вопросу, не просто директивами сверху, а именно обсуждая с вами, с людьми, которые будут этот проект в жизнь воплощать, с людьми, которые должны сейчас за эти годы, пока мы будем решать вопросы строительства, уже внутренне поменяться, быть готовыми работать в новом пространстве, с новыми технологиями, с новыми подходами к обучению. И вы должны не просто сами меняться, вы должны еще и своих учащихся уже готовить к этому. Да? Я очень рад, что вот такие сессии начались с участием ведущих российских экспертов. Уверен, что к этому делу мы будем уделять самое большое внимание. И очень хорошо, что такие модули у нас будут проходить достаточно часто. Я так понимаю, что следующий уже летом. Вот. И, конечно, правительство будет поддерживать этот проект однозначно. Ну и я лично, вот еще раз говорю, постоянно слежу за его продвижением. Поправляю время от времени некоторых наших коллег, которые там хотят это все превратить немножко там, построим одно, построим второе, построим третье, переедем, начнем работать. Такого не будет, коллеги. Мы должны не только изменить саму материально-техническую базу, не только должны создать что-то новое с точки зрения технологий, мы должны создать вообще новое пространство для самих себя. Вы должны сами внутри пройти очень глубокую внутреннюю трансформацию. Уверен, что все у нас получится. Ну и вот сегодня послушаем, какой первый шаг в этом направлении сделаем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, уважаемый Александр Сергеевич. Итак, сегодня мы послушаем взгляд тех, кто будет наполнять профессионально стены нового суперкампуса. Те, кто будут делать все для того, чтобы выпускники суперкампуса были востребованы на всех мировых рынках. Я приглашаю группу номер 1 и напоминаю регламент. У каждой группы будет не более 5 минут на выступление. Если выступление затянется, к сожалению, я буду вынужден его прервать. По согласованию с уважаемым Александром Сергеевичем вопросы к выступлению группы задает министр образования Михаил Сивцев, а в конце выступления всех 6 групп Александр Сергеевич даст общие комментарии. Прошу быть в тайминге. Первая группа, у вас 5 минут. Поехали. Добрый день, уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые эксперты, коллеги. Группа номер 1, Константин Филиппов, колледж технологии и дизайна. Разрешите представить вам наш проект Кангаласа 5К. Это открытая профессиональная образовательная платформа. Почему именно 5К? Это у нас 5К составляющих, это у нас конструктор профессий, конструктор самого суперкампуса. Второе К – это у нас креатив, креативные технологии, креативная экономика и креативное мышление. Третье К – это у нас идет компетенции, профессиональные компетенции, компетенции будущего. И третье К – это четвертое К у нас идет обязательно, это коммуникация, должна быть межведомственная коммуникация между организациями. И пятое К – это коллаборация, коллаборация идей, бизнеса, образования и государства. И мы считаем то, что в настоящее время критическими трендами, которые формируют образ будущего, которые меняют настоящее, это являются следующие тренды. Это рост доли креативной экономики в мире в целом,
Второй тренд – это востребованность опытно-производственных пространств для реализации креативных проектов, студенческих проектов, проектов бизнеса. Да? Третий тренд – это у нас динамичное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас всем не секрет то, что вот именно страны АТР сильно развиваются в экономической части больше, чем уже весь мир. И ставку мы делаем, конечно, на развитие человеческого капитала. В этом суперкампусе мы основную суперкомпетенцию видим на развитии креативного мышления. То есть мы разбили по блокам все направления профессий, которых мы обучаем. Это у нас получается 6 блоков разбитые, и вокруг него обучающийся, каждый по ним обучается модульному образованию по вариативной части. То есть сварщик, сантехник, дизайнер, который обучается, он во время обучения вникает в дополнительные свои образовательные модули в области креативных технологий. И мы получаем выпускника с креативным мышлением, который уже будет не просто профессионалом свое дело, он будет уже способен решать проблемы настоящего времени и творить. И тут мы видим, конечно, как раз развитие вот 3L, наш, да, вот Long Life Learning, то есть обучение на протяжении всей жизни. Как раз вот все могут в этом направлении обучаться по призме креативного мышления. Следующий слайд. Что мы видим для этого нам требуется? Да, вот. Мы также видим развитие технопарков и IT-парков на базе предприятий суперкампуса. Это у нас будет студенческое инновационное пространство. Это открытое для обучения, творчества и самореализации обучающихся бизнеса малого и среднего, да, вот в сфере цифровых технологий, новых технологий. Как мы это будем реализовывать? Это обязательно бизнес-пространство проектирования, где будут решаться различные бизнес-кейсы, также стартапы, акселератор, ну и в коллаборации как раз бизнеса и государства и образовательного сообщества, ну и коворкинг-центр. Основные тезисы обучения – это мы видим непрерывность обучения, то есть связь между как раз основным, профессиональным и образованием. Ну и, конечно же, это в рамках всего модульного образования у нас должно развиваться. Ну и третье – это обязательно движение у нас WorldSkills, World Skills International. Мы также, у нас есть амбиции. Наши коллеги с Сахалина свои амбиции уже заявили по поводу развития World Skills Asia на их территории, но мы считаем то, что Республика Саха-Якутия тоже должна заявить свои амбиции вот на базе именно суперкампуса стать центром проведения World Skills Asia. В принципе, опыт наработок у нас есть, то есть проведение международных мероприятий, ну и, соответственно, инфраструктура этому будет позволять стать центром World Skills Asia на территории Республики Саха-Якутия. Что это нам даст? Это сборка новых компетенций, совсем современных, и развитие навыков будущего. И что мы видим, да, вот в итоге? В итоге мы видим выход региональных продуктов. Под продуктами мы понимаем это наших обучающихся и бизнес-стартапов, различных идей креативной индустрии на Азиатско-Тихоокеанский регион. Именно мы ссылаемся вот на АТР, да, страны. Достигаемые показатели, это мы взяли в рамках, показатели оси. Это у нас увеличение доли креативной экономики ВРП с 1,6% до 6%. Ну, мы тут уже взяли внешний инструмент оценки. Но, в принципе, у нас в Якутии существует также внутренний, да, вот, инструмент оценки вот, наподобие корпорации развития Республики Саха-Якутия. У них проценты 1,7, а вот у оси 1,6. Ну, в принципе, мы анализ сделали и взяли уже внешний инструмент оценки. Ну и по их и по нашим прогнозам, к 2032 году мы должны достигнуть 6% роли креативной экономики ВРП. Спасибо вам большое. Благодарю вас. 10 секунд, чтобы закончить. И в итоге, что мы получим? Да, вот, мы получим богатый регион, то есть это счастливый человек, счастливый житель Республики Саха-Якутия. Спасибо. Спасибо большое первой группе. Уважаемый Михаил, прошу дать ваши комментарии, на что, как вам кажется, стоит обратить в группе внимание в межмодульный период, что дополнительно проработать и в том ли направлении вообще думает группа по вашей точке зрения. Прошу вас. Добрый день, спасибо за презентацию. Но межмодульный период, вот, хотелось бы больше проработки с коллаборации с бизнес-пространством, в том числе я здесь не вижу представительства технопарка, вот вы ни разу не озвучили. Была ли такая задумка, и если да, то каким образом?
Задумка у нас именно была вот технопарком, да, вот именно это у нас студенческое инновационное пространство, это уже в коллаборации с технопарком создания и IT-парков. Ну, возможно, даже мы рассматриваем включение в суперкампус технопарка отдельного, либо в качестве конденсатора или как-нибудь. Спасибо. Спасибо большое первой группе. Благодарю вас. Готовится группа номер 2. Хорошо, что вы отображаете возможные концессии, и действительно, присоединюсь к Михаилу, было бы неплохо отражать это все непосредственно в презентации. Хорошая межмодульная работа. Группа номер 2. У вас будет 5 минут. Уважаемые эксперты, у вас есть распечатанные версии презентации для того, чтобы вы могли оставлять ваши пометки, а также в будущем обратить свое внимание на то, как задумка трансформировалась во времени. Группа номер 2. У вас 5 минут. Прошу вас. Так. Добрый вечер, уважаемый Арсений Сергеевич, уважаемые коллеги, эксперты. Я Евгений Попов, заместитель директора Якутского коммунального строительного техникума. Я предлагаю проект второй команды на тему «Суперкампус. Киберпространство для успеха каждого». Мы наблюдаем глобальную трансформацию всей экономики и социума, вызванные физическими процессами, переходом физических процессов в киберпространство. В горизонте до 2024 года в России планируется формирование инфраструктуры, передача, обработки и хранения данных, преимущественно для производства отечественного, извиняюсь, очень волнуюсь, для хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок. Система профессионального образования Якутии должна обеспечивать требованиям профессиям и компетенциям всех. Для этого мы должны обеспечить подготовку кадров, способных создавать и обслуживать киберфизические системы в пространстве, в производстве и в жизни. В атласе будущих профессий России есть понятие и позиция кибертехник умных сред. Мы уже должны внедрять в образовательный процесс этот и другие модули. Чтобы готовить такие кадры, в первую очередь нам нужны преподаватели, которые и будут иметь уникальные компетенции. Становится важным понятие такое, как личный бренд преподавателя и мастера производственного обучения, навыки и опыт инновационного предпринимательства, приоритет экологического мышления в воспитании. За счет массового применения киберфизических систем и роботизации производства мы решим вопросы оптимизации расходов и эффективности производства. Для этого должен быть суперкампус. В суперкампусе должны реализовываться включение гипермодуля в образовательные процессы, программы. Преподаватели должны быть на аутсорсинге, самые крутые преподаватели. Например, мы планируем, чтобы Илон Маск у нас читал лекции по пятницам. Ставку делаем мы на искусственные интеллекты, VR-технологии, дополненная реальность. Дальше на педагогический дизайн, чтобы преподаватели имели навыки для того, чтобы сделать свой курс наиболее эффективным и интересным для студента. Должны мы проводить обратный отбор преподавателей для формирования суперкампуса, для того, чтобы туда пробились именно те, кто хочет, соответственно, самые мотивированные. И здесь мы должны реализовать программу поддержки стартапов выпускников через созданный венчурный фонд. Для реализации всей этой задумки у нас должно быть пространство, это умный колледж, умный суперкампус, который должен быть построен по принципам эко и бережливого производства, который будет упакован искусственным интеллектом. Здесь должна быть фабрика процессов, где должны быть сформированы полигоны для практического обучения и мультизадачные пространства для теоретического обучения. Мы здесь вдохновились примером проектирования и внедрения реализации библиотеки ООД в городе Хельсинки. Что нам дает какой эффект нам дает реализация этого проекта?
оптимизация расходов и бережливое производство. Мы должны удовлетворить спрос именно в первую очередь таких кадров, которые будут внедрять в жизнь, реализовывать переход физических процессов в киберпространство. Так, и мы в конце получаем по индикаторам это рост выпускников для бизнеса, рост выручки от обучения иностранных граждан, но это как бы не основное. И самое главное, рост трудоустройства выпускников до 90%. В горизонте 2030 года результатом у нас должно выйти международное признание выпускников на открытом рынке труда. Я хочу закончить свое выступление и переиначить слова великого Архимеда. Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Мы говорим, дайте нам суперкампус, и мы прокачаем систему профтехобразования. Спасибо большое. Спасибо второй группе. Уважаемый Михаил, прошу Спасибо. ваш Я вот красной нитью ваших выступлений увидел образ будущего. Вот вы описываете через изменение сознания всех причастных, каким образом вы на сегодняшний день видите этот процесс, что нужно делать на сегодняшний день. И второе, в качестве модульного периода прошу уточнить те виды экономической деятельности, в которые вы планируете применять автоматизацию, роботизацию и цифровизацию. Спасибо за вопрос. Так, в части сейчас именно для подготовки наполнения суперкампуса мы должны первый упор делать на преподавателей, потому что самое главное – это у нас человеческий ресурс, который у нас имеется. И мы это должны прокачивать и уже сейчас. Я не зря здесь обозначил понятие, здесь у нас не прописано, мы прорабатывали вопрос обратного отбора именно преподавателей. Был пример, где, в Казахстане был пример, где, например, те работники, которые вошли в какой-то лучший там институт зарубежный, они приходили в корпорацию и говорили, то, что я вот такой уже поступил. И вопрос сразу говорили, мы тебе оплатим. Все. Значит, Спасибо. такой же должно быть. Спасибо большое за ваш комментарий. Уважаемый Михаил, спасибо за ваше наставление на проектную работу. Спасибо группе номер 2. Спасибо за доклад. Спасибо. Группа номер 3. Спикер от группы номер 3. Уважаемая группа, у вас 5 минут на доклад. Сейчас у нас загрузится Zoom. Мы еще ведем параллельную трансляцию для наших уважаемых участников. К сожалению, по эпидемиологическим причинам не все вместились в зал на первом этаже, поэтому у нас еще работают 2 дополнительных зала на втором этаже. И у нас порядка 100 сейчас людей, которые участвуют в нашем мероприятии онлайн и офлайн. Группа номер 3, прошу вас, поехали. Уважаемый Арсений Сергеевич, уважаемая экспертная комиссия, коллеги, меня зовут Валерия Иванова, являюсь сотрудником Центра подготовки кадров акционерной компании «Алроса» и представляю группу номер 3. Разрешите представить наше видение суперкампуса как пространство для осознанной трансформации. Мы видим суперкампус как территория опережающего развития для всего населения. Центром коллаборации не только образовательных сфер, но и потребителей образовательных услуг. Это работодатели и компании. Мы делаем ставку на непрерывное образование и многокарьерность. Нашим суперкампус – это наши опережающие мультикомпетенции, пространство совместного пользования, коллаборации и непрерывное образование. На презентации вы видите 3 кружочка, где в центре выведено и написано мультикомпетенции. Что это такое? Это сумма или совокупность общих профессиональных и трендовых компетенций. Что такое трендовые компетенции? Трендовые компетенции – это то, что диктует сейчас современный мир, то, что надо менять осознанно в человеке, в любом человеке, не только в ребенке, но и во взрослом человеке.
Снизу вы видите наши цветные кружочки. Мы говорили о том, что мы зацелены на все население. Дошкольники у нас в суперкампусе получают общие компетенции, могут получить. Школьники могут получить у нас и общие, и трендовые. Студент, имеющий уже, возможно, общие трендовые компетенции, у нас получает профессиональные компетенции. Это может быть не только одна профессиональная компетенция, это может быть несколько профессиональных компетенций. И человек, например, уже любой профессионал, любой сотрудник с любым образованием может прийти к нам и дополучить какие-то компетенции профессиональные, которые не хватает его в его профессиональной жизни. На экране, можно следующий? Угу. На экране вы видите модель взаимодействия, то есть образовательный консорциум для концентрации средств совместного использования технологий, опыта и компетенций. То есть это суперкампус наш будет центром пересечения индустриальных, технологических и академических партнеров, с помощью которых мы предоставляем индивидуальную траекторию развития нашего студента видами как цифровое обучение, дуальное и целевое, и сетевое взаимодействие, как вы видите уже на экране. В результате чего мы получаем личность, которая умеет трансформироваться и менять окружающую действительность. Да, на этом все. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо группе номер 3. Уважаемый Михаил, слушаем вас. Да. Ну, на сегодняшний день очень правильную модель вы обрисовали. Спасибо за это. Скажите, пожалуйста, какие компетенции из указанных на сегодняшний день не соответствуют требованиям работодателей? Компетенции указали, вот общие компетенции, профессиональные компетенции и трендовые компетенции. Да, как представитель бизнеса и человек уже, который работает с молодыми специалистами, например, возьму акционерную компанию «Алроса», это, скорее всего, даже моя личная боль, наверное. К нам приходят выпускники средних профессиональных образований, которые получили профессиональные какие-то компетенции, но не состоявшиеся личности. То есть у них не развиты общие какие-то компетенции, даже делопроизводство, командообразование, коммуникации. Трендовые тем более не развиты. Если человек, например, тот же самый сварщик, если у нас моментально в один момент может поменяться технология, если у него нет навыка дополнительного того же самого трендового IT, то он уже вылетает из сплава, не будет на плаву уже. Поэтому мы выпускаем из нашего суперкампуса именно осознанно меняющихся людей. Спасибо большое за ваш комментарий. Спасибо группе номер 3. Готовится группа номер 4. Отдельно хочу отметить, что это очень интересное решение попросить именно представителя индустриального партнера выступить с докладом и рассказать основные боли преподавателя. Почему хард-скиллы прокачиваются достаточно, а так называемые мягкие или софт-скиллы – это пока еще небольшая задача, которую предстоит решить. Уважаемый спикер от группы номер 4, прошу вас. У вас 5 минут. Поехали. Приветствую, уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые члены экспертной комиссии и коллеги. Хочу представить вам наш проект. Это экологичное пользование Арктики начинается в суперкампусе. Мы знаем, что арктическая зона в регионе и в мире в целом, она является стратегическим вектором развития на территории, которой сосредоточен уникальный природно-ресурсный потенциал. Мы в основном отталкивались от задачи республики, которая ставит перед собой стать примером территории успешных людей, чистой природы и умной экономики. Инструментом для этого будет выступать человек с принципиально новым мышлением, с лин-мышлением и бережным отношением к окружающей среде. Существующие программы профессионального образования, они не учитывают особенности применения зеленых технологий в арктической зоне, и мы понимаем, что промышленные компании
при реализации своих инвестиционных проектов в Арктике они обязаны соблюдать природоохранное законодательство. Также мы принимаем вызов, что промышленным компаниям требуется принципиально новые кадры с новым мышлением, которые смогут и будут готовы работать и жить в Арктике. И вот в суперкампусе предполагаем, мы хотим создать базовые кафедры с участием работодателей по требуемым специальностям с данной компетенцией. Да, это базовые кафедры, они призваны повысить практическую ориентированность образовательной программы по направлениям с учетом передовых наукоемких и цифровых технологий, а также климатических особенностей Якутии. Да. Успешному обучению будет способствовать обустройство учебных полигонов совместно с индустриальными партнерами и вендорами. И суперкампус, он станет единым таким пространством для централизации всех ресурсов для заинтересованных лиц. Не только заинтересованных лиц, но и промышленных компаний. Такой подход, он решит проблемы дефицита кадров. Кадры с лин-мышлением, они решают проблему экологичного пользования при освоении Арктики. И это все даст такой комплексный эффект. Это как снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, да, и предотвращение экологических катастроф, снижение затрат промышленных компаний на возмещение негативного воздействия на окружающую среду, увеличение налоговых поступлений, увеличение доли привлечения местных кадров до 80% при реализации инвестпроектов в арктической зоне и повысится качество жизни местного населения. Вот это вот наш проект. Спасибо за внимание. Спасибо большое четвертой группе. Уважаемый Михаил. Спасибо. Лично для меня вы достаточно сложную тему затронули. Глубокий смысл есть в этом. Вопрос, я в списках вижу представителя компании «Тасюряхнефтегаз». Согласна ли компания работать в вашей логике? Вот этот проект мы совместно с представителем работодателя отрабатывали, и она готова взять такого специалиста к себе на работу. Спасибо большое за комментарий. Спасибо большое четвертой группе. Я даже, уважаемый Михаил, добавлю, что была такая прорывная идея, которую, видимо, группа пока побоялась озвучить в присутствии такого высокого борда, то, что любые компании, которые заходят в Арктику через территорию Республики Саха-Якутия, чуть ли не обязаны разместить базовую кафедру на территории суперкампуса для того, чтобы это развивало человеческий капитал в Якутии. Я думаю, этот вопрос группа... Спасибо большое, четвертая группа. Спикер пятой группы. Предпоследнее выступление. Мы идем в хорошем тайминге. У вас 5 минут, поехали. Приветствую вас, уважаемый Арсений Сергеевич, участники форсайт-сессии. Отдельно благодарность организаторам форсайт-сессии за очень интересное мероприятие. Наша группа номер 5 предлагает вам видение суперкампуса с точки зрения работы и организации взаимодействия с вендорами. Ответом для современных вызовов в период трансформации является то, что Якутия должна стать центром высокотехнологического производства к 1932 году. Это невозможно представить без нашего суперкампуса и суперкампус без высокотехнологического оборудования. На этом слайде вы видите систему взаимодействия наших партнеров. Это система образования, инструментальных партнеров, то есть вендоров, и индустриальных партнеров, работодателей. А суперкампус должен явиться площадкой, уникальным местом встречи вот этих вот участников проекта. Естественно, с точки зрения системы образования и суперкампуса это обновление материально-технической базы, которая позволит нашим обучающимся постоянно находиться и работать на актуальном современном оборудовании. А для вендоров это возможность продвижения и увеличения спроса на свою продукцию. Соответственно, работодатели – это возможность внедрить в свое производство актуальную современную технологию. А организация стартапов, практики и учебных предприятий – это будет как итог их взаимодействия. Здесь вы видите, соответственно, задачи, решаемые выпускниками, и компетенции выпускников, а также для преподавателей, которые смогут обладать более уникальными компетенциями. Следующий слайд, так, могу, да? Угу. На втором слайде нами представлена
то какие же проблемы решит наш проект и наша ставка на то, что суперкампус будет являться драйвером обновления технологического производства через вендорное обучение и новым форматом управления территорией и местом встречи вот вышесказанных партнеров. Естественно, проблемы, которые решит внедрение вот этих вот, скажем, партнерских отношений, это будет увеличение производительности труда, повышение трудоустройства выпускников среднепрофессионального образования и обновление, постоянное системное обновление материально-технической базы СПО. Здесь указаны выгоды для каждого участника вот этого взаимодействия и те индикаторы, которые можно будет уже посчитать и показать то, что это взаимодействие постоянно имеет место быть. Данная схема позволяет нам показать не только вот то взаимодействие, которое возникает между вендорами, работодателями и суперкампусом, но и то, что суперкампус призван стать не просто потребителем оборудования вендора, но и рупором, информационным, скажем так, драйвером для работодателя. Мы видим так, что суперкампус станет таким информационным порталом для работодателя, которые будут узнавать у суперкампуса, какое же новейшее технологическое оборудование появляется и на современный момент является актуальным. И, соответственно, будет идти вперед за суперкампусом. То есть не производство, не образование за производством, а производство за образованием. Вот такую ставку мы делаем на сегодняшний день. Ну, соответственно, форматы взаимодействия мы здесь указали как бизнес-инкубаторы, экспериментальные площадки, сертификации преподавателей суперкампуса, организации инжинирингового центра, выставочных павильонов, центров коллективного пользования по 3 различным форматам предприятия. Думаю, что мы охватили суть нашего проекта. Это выстраивание взаимодействия вендоров, государства, работодателей и обучаемых путем вовлечения в образовательный процесс новейшего оборудования и, соответственно, программного обеспечения компетенций вендоров. И в результате мы получаем не просто счастливого человека, способного работать в команде, способного самореализоваться в развивающихся технологических условиях, но и личность, и работника, который может решать самостоятельно проблемы своего профессионального роста и выгодно трудоустраиваться в экономических траекториях своей жизни. Ну, соответственно, еще раз хочу повторить, что суперкампус это будет центром, уникальной площадкой встречи вендора, работодателя и системы образования. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Очень четко суть отслеживается вашего проекта. Но и основной результат, который направлен на повышение качества жизни через вашего выпускника. И вы в проблемах указали про 50 уникальных компетенций из перечня WorldSkills International. Какие на сегодняшний день компетенции, по вашему мнению, актуальны и необходимо развивать на территории республики? Ну, я думаю, что это зеленая экономика. Безусловно, без экологии нам никуда. Это бережливое производство, это одно из актуальных направлений, это аддиктивное производство и высокотехнологические различные виды деятельности. Спасибо большое. Спасибо группе номер 5. И финальное выступление. Мы приглашаем спикера 6-й группы. У вас будет 5 минут. Поехали. Добрый день, уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые коллеги. Меня зовут Эльвира Санникова, я представляю педагогический колледж и группу номер 6. Наш проект называется «Суперкампус. Импульс развития новых компетенций». Все мы знаем, что в последнее время новые тенденции, новые тренды диктуют свои правила, и изменения, конечно, должны быть и в системе подготовки специалистов среднего обучения. И мы хотим видеть, извините, я немножко волнуюсь,
В нашем суперкампусе мы хотим видеть новую систему профподготовки обучающихся. Конечно, мы здесь будем улучшать онлайн-обучение, усовершенствовать, использовать искусственный интеллект, создавать креативные пространства для того, чтобы интегрировать какие-то мысли, может быть, создавать новые идеи. Развивать зеленую экономику – это очень важный тренд, конечно, сейчас на данный момент, и изучать и внедрять роботизацию во все сферы экономики. Так получилось, что в нашей группе собрались работники системы профессионального образования, и мы здесь хотим немножко рассказать, какие у нас были сложности. В последнее время к нам поступают немотивированные студенты, из-за этого у нас очень большой отсев. И поэтому мы хотим в нашем суперкампусе немножко внедрить новый формат профориентации, то есть поменять существующую систему мотивации студентов, будущих наших студентов. Мы здесь видим, конечно, очень большие проблемы. Мы здесь предлагаем схему, чтобы наш студент, будущий студент, обучаясь в 8 классе, поступил к нам как вольнослушающий, и наши профконсультанты, специально обученные, его уже будут прокачивать софт-скиллы. Затем он заканчивает и 9 класс и поступает в наш суперкампус, и мы уже начинаем совместно, сокращаем уже срок обучения, мы убираем все общие дисциплины, мы сразу начинаем, так как студент поступил к нам мотивированным, мы сразу начинаем хард-скиллы прокачивать. Мы здесь его уже в наших учебно-производственных лабораториях уже обучаем, затем сразу выводим на население, то есть он уже начинает зарабатывать деньги. И тем самым у нас уже второй проект уже... Я немножко волнуюсь, извините, пожалуйста. И вот в наших учебно-производственных лабораториях мы должны его оснастить при помощи вендоров современными мобильно оснащенными базами, и затем уже выходим на население. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за доклад 6-й группе. Уважаемый Михаил. На самом деле 2 у меня вопроса. Вы представляете педагогический колледж, не указали место педагогического колледжа в этом кампусе. Предусматриваете ли эту возможность, места для педколледжа в этом суперкампусе? И второй вопрос. Вот в вашем суперкампусе есть ли место для проживания наших детей? Да, мы видим место нашего педколледжа именно в том смысле, что если мы, например, хотим обязательно взять преподавателей, практиков, которые работали непосредственно на производстве, знают, какие проблемы там есть, и, конечно же, у этих практиков очень мало педагогических навыков. И именно если мы хотим их переквалифицировать как преподаватели после того, как он захочет уже перейти непосредственно с производства на уже более комфортные условия работы, мы можем его обучить именно педагогическим навыкам, как передавать свои знания, умения, навыки будущему поколению. В этом смысле мы видим педагогический колледж в суперкампусе. Проживание в общежитии обязательно, потому что производство у нас должно быть непрерывным. Это, конечно, усилить материально-техническую базу суперкампуса, конечно же, внебюджетные средства какие-то у них уже будут и, возможно, выйдут на самоокупаемость, а это нужно нам, чтобы студенты наши за короткий срок получили такие хорошие навыки. Это обязательно нужно проживать в общежитии, жить там и, ну, вообще жить своей профессией. Для этого нам нужно общежитие. Спасибо большое. Спасибо большое 6-й группе. Я благодарю все группы за короткие, четкие выступления. Я понимаю, что в формат 5 минут вам не удалось вложить все, что было наработано за 3 дня, но спасибо вам за удержание тайминга. Уважаемый Айсен Сергеевич, можем ли мы вас любезно попросить дать обратную связь и напутственные слова на межмодульный период?
Дорогие друзья, во-первых, я очень приятно удивлен тем, что тайминг на вашем форсайте вообще выдерживается безукоризненно. Да? Впервые в жизни на таком форсайте присутствую. Вообще большое спасибо. На самом деле умение кратко и четко излагать свои мысли, оно очень важно. Я всегда об этом говорю, и нас иногда так бывает, что, к сожалению, даже по простому вопросу мы слушаем часовые доклады, весь смысл которых на самом деле в 2-3 предложениях. Но я рад, что сегодня все команды постарались в той или иной степени смысл своих выступлений очень четко до нас донести. Мне понравились все команды. Я благодарю вас за то, что вы к вопросу подошли на самом деле творчески. Подходы всех команд, они немножко различны. С чем-то можно спорить, с чем-то соглашаться, но вот это именно как раз то, что очень важно для нас на начальном этапе. На начальном этапе для того, чтобы весь процесс у нас окончательно прошел на хорошем уровне, надо нам спорить. Надо двигать самые разные идеи, самые разные гипотезы, обсуждать их, пропускать через себя для того, чтобы конечное наше решение было абсолютно безукоризненным. И вот сегодня я это увидел. Для меня тоже было интересно некоторые подходы, очень такие своеобразные. Уверен, что Михаил Петрович, Сергей Васильевич их будут и дальше отрабатывать. И, конечно же, вот в этом, вот чего мне немножко не хватило, да, вот в ваших идеях, коллеги, вот вы все-таки пока не выходите за рамки СПО и ваших традиционных партнеров. Ну, даже те же поставщики оборудования, те же индустриальные партнеры, это все традиционная сфера, которая с вами так и так взаимодействует. Все-таки, если мы будем делать суперкампус, если мы будем делать там абсолютно новое пространство, в том числе и культурное пространство, да, у вас появится очень много новых партнеров. Мы очень надеемся, что в этом суперкампусе обязательно будет присутствовать в той или иной степени наше высшее образование, будет обязательно присутствовать наша наука. В лице ли будет это каких-то совместных с вами предприятий или каких-то лабораторий, в которых будут уже ваши студенты обучаться, работать. Это время покажет. Но с самого начала я прошу все-таки на вопросы развития суперкампуса не смотреть только с точки зрения призмы среднего профобразования. Среднее профобразование абсолютно, конечно, понятно, что это приоритет для вас. Так? Но, коллеги, мы же этот суперкампус создаем как абсолютно новое уникальное явление в целом даже для России. И поэтому многие вещи, о которых вы сегодня или не мечтаете, или даже не думаете об этом, да, они там должны появиться. И я уверен, что это, вот еще раз говорю, будет местом такого притяжения, которое позволит, может в конечном итоге получить какие-то вообще новые результаты как раз на стыке работ, на стыке взаимодействия тех структур, которые раньше не взаимодействовали. И вот это взаимодействие, постоянное вот это, скажем так, обогащение друг друга даст результат. Даже то, что вот у нас 10 учреждения профобразования будут практически находиться на одной большой площади вместе, да, оно даст результат. Обязательно даст результат. Вот я слышу сегодня, ну, мне же многие тоже пишут, вот зачем педколледжу надо находиться на одной площадке с коммунально-строительным техником. Типа, где они, где мы так. Ну, вот мне пишут так некоторые сотрудники в соцсетях, так, коллеги. Но это вот как раз подход вчерашнего дня. Когда мы считаем, что вот строители мы обучаем тут, коммунальщиков там, педагогов тут, и не дай бог они еще где-то встретятся. Ой, ужас, они там еще будут драться, они там будут ругаться, будут друг друга обзываться, и пошло-поехало. Так? Ну, так же. Вот, коллеги, это, еще раз, это вчерашний, позавчерашний день. Знаете, когда я это очень хорошо понял, что это все позавчерашний день, когда я был в Сириусе, и Шемелева Наталья, которая является Шмелева Елена Владимировна, да, Елена Владимировна, которая является руководителем, вот, одним из инициаторов, идейным вдохновителем проекта, водила меня несколько часов и рассказывала. И вот она мне говорит, вот у нас здесь спорт, здесь у нас искусство, вот тут у меня танцует балет, тут поют, а вот тут играет хоккей. И она говорит, вот, Айсан, поверь мне, было очень много противников, причем на самом верху, что вот как вы можете их в одной там на площадке, где вот балет, а где хоккеисты. Вот. Да вы что, там они, эти хоккеисты, там всем
набьют, а эти там куда-то убегут, и в общем будет все плохо. Говорит, вообще, говорит, вы даже не представляете, какой это эффект дало для всех, и для балета, и для хоккея. Ну, просто, говорит, и там дети просто выросли, вот, обогащая друг друга. И у вас будет то же самое. Это даже из этого, просто вот общаясь между уже самой системой профобразования, так? Среднее профобразование. Но когда еще у вас будет коллаборация, еще раз говорю, с предприятиями, с индустриальными партнерами, с высшим образованием, с наукой, коллеги, вот мы можем создать какое-то уникальное на самом деле явление, которое реально будет очень серьезно способствовать развитию даже не просто системы образования, а в целом всей территории города Якутска, так, и в целом развитию всей нашей республики. Я очень вас прошу вот к этому вопросу подходить как к важнейшей государственной задаче. И очень вот этим вопросом через себя пропустить и внутреннюю трансформацию пройти. Вот это поможет вам всем в этот проект влиться, так, быть, знаете, создателями чего-то нового, уникального, которого никто до вас никогда не делал и уже не сделал, потому что вы точно будете первыми. Так? Ну, всегда могут быть вторые, третьи, так, но вы-то будете первыми. Поэтому я благодарю вас, всем желаю успешной работы дальнейшей, так, ну и я благодарю и правительство, министерство, и прошу тоже этот проект как один из самых главных наших проектов вообще для нашего правительства поддерживать и двигать вперед. Городские власти тоже будут поддерживать. Я вчера с Евгением Григорьевым про него проговаривал. Мы тоже надеемся, что вот проект суперкампуса, как якорный проект комплексной трансформации в целом поселка Кангаласы, позволит нам в северной части городского округа Якутск, в северной части долины Туймада создать на самом деле уникальное такое пространство городское, уникальную общность людей, которая тоже будет способствовать инновационному развитию нашей республики. Большое спасибо, успехов и удачи. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Спасибо, что вы нашли время в вашем графике. Мы благодарим наших экспертов. На этом наша экспертная панель закончилась. Спасибо всем большое. Уважаемые участники, мы с вами собираемся через 10 минут в 17:30 здесь. Поблагодарим еще раз наших уважаемых экспертов и главу Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева. Благодарю вас.